Вот и доехали. Наконец-то. Что, говоришь, потряхивало? Да, если бы ум был, сотрясение было бы. А что, пустая коробка? Пусто. Вроде снежок выпал, нормально ехали. Выветрилось. Главное, друзья, задача была то, чтобы по-светлому доехать до этого места опасного. Потому что, вот как я говорил уже вам в прошлом ролике, снизу полыня еще открыта, справа полыня еще вся открыта. Везде это. И самое хреновое, возле берега выступила вода, видать, прибывает. И сейчас уже ехал, по-сырому ехал все. Раз это ясь берется вверх, значит вода прибывает. Да, самое опасное было то, что замело дорогу, вон идет просто снегопад, обильный снегопад. И в сумерках вот не видно, вот как вот, да, ну, старой дороги уже не видно. Но мы здесь, и я надеюсь, здесь мы долго не задержимся. Привезли с собой 5 палок, проверим все, закинем еще 5. И поедем обратно, я надеюсь, дорогу замести за это время не успеет. Все, пошли работать. Так, на всякий случай включил фонарик, чтобы лучше было видно, потому что уже сумерки. Если что-то попадется, мы это не увидим. В прошлый раз здесь был зацеп, и сейчас зацеп. Нет, отцепились. Коряга какая-то здесь рядом есть. Окунек целый. А малька скоммуниздили. Ясно все с вами. Пока цепляем. Потом, наверное, эту палку... А, нет, короткая, не переставишь, тут глубина. Ладно, пусть ждет своего часа. Может быть, что-нибудь да... Или налим, или щучка. Что-нибудь да может придет. В прошлый раз ведь тоже я без надежды уже проверял первую, вторую, третью. Хотел уже переставляться, а потом бац, на четвертую 2 налима сразу. А, тут видно, что вот кусты коряги. Прямо коряжники стоит. Так что, не буду выключаться, снимаем одним кадром. 7 палок это недолго. А потом 5 еще добавлю. В прошлый раз я эти лунки засыпал. Вон какие дырки. Сильно большие, Ром, не руби. Тут провалиться самому можно в такую майну. Глубина здесь, конечно, пить. Опа! Блин, опять зацеп. Порвали. Окунь целый. Вон коряга какая. Коряжник здесь. И крючок. Крючок обломали, но... Ладно, выключаемся, пока привяжем крючок. Тяжеленные палки. Никто не ест больших окуней. Значит, крупного налима здесь нет. Мелкого тоже. Мальки все целые. Походу реально надо переставлять на середину. Если за 4 дня уже ничего не попало, значит налима здесь возле берега нет. Пропустил одну. Блин, все равно большие дырки сделал. Все равно. Большие дырки очень. Поменьше я тебя просил. Большие дырки, тут упасть можно самому. Провалиться, блин. В прошлый раз вроде бы здесь налимы были. На этот раз пусто. На этот раз никого. Мелкий, что ли, налимчик. Но мелкий попал и сдох. Подох. Ага, да не подох. Его кто-то обсосал. Мелкий налим попался, кто-то его обсосал. Налим, наверное, и выплюнул. Крючок потому что не торчит. Вот так вот. Налим здесь был. Он обсосанный. Шкура содрана, кто-то цапнул его. Коту гостиниц. Ну вот и крайняя 7-я палка.
или здесь, или нигде. В смысле, на этом участке. Потому что 6 палок были уже пустые. А 7-я тоже пустая. Ну вот и средний участок. Сейчас посмотрим, что нам Боженька дал на среднем участке. Обычно здесь бывают язики. И не только. А на этот раз налимчик. А он здесь уже давно болтается, этот налимчик. Он здесь живет, да. Никак не может его крупный налим найти. Один крючок. Или 2, не помню, он уже заглотил. Давненько я уже палку давно бы эту переставил, но думаю, ладно, короткая палка, пусть болтается. Потому что здесь первый трофейный попался именно сюда. Есть надежда, что еще попадет. Что говоришь? Пора стучать кому-то по ведру. Ну, а то ведро пустое, блин. Пустое. Никакого шума. Да фигня. Что за фигня, не понимаю. Так, ну что, где там язик? Я уже не говорю на лимазик. Да, на лимазик может Нету никого. обнаглели. Совсем. Ну, здесь как? Что-то в прошлый раз было веселее на этом участке. Сейчас совсем грустно. Что-то закрутило. Что-то есть небольшая натяжечка. Что-то язечек. Опа! Наконец-то один язечек хоть попал. Один язек хоть наконец-то счет размочил. Я иду и говорю, не буду смотреть специально, чтобы язя вытащить. Первый. Хоть веселее стало. Шуметь кто-то начал. Так, ну что, в прошлый раз подряд здесь были 4 штуки. Будем надеяться, что опять что-то здесь интересное у нас будет. Первый язык есть. Что дальше? А дальше фиг с маслом. Кончились эти. Не с кем. 2 язя. 2 буклажки, 2 язя. Да. В прошлый раз здесь был вроде бы, не помню. Потихоньку, потихоньку. Что-то не пахнет 2 язями. А нет, кто-то дергает. Раз. А где второй? В конце. Нет, второй ушел, наверное, вон. Ну, один есть. А вон второй. Да-да, вот второй. Закрутил ты, закрутил. Вот голова-то не кружится у кого. Глубина здесь где-то около метра, а ясь плавает, видишь? На мелкоте. А на глубине его нет почему-то. Странно. Боится глубины. А, боится утонуть? Да. Может быть, может быть. Так, ну крайняя палка с внутренней стороны. Прошлый раз здесь было веселее. Первые 4 как раз были с язями. А сейчас что-то вообще грустно. Когда было 7 язей, сейчас 2 язя. Ну ничего, вон, крючки пустые, язи, получается, были, но ушли. Так что сейчас наживляем, а завтра будем снимать урожай. В прошлый раз установил вот эти 2 палки. Новые вот раз и 2. Обе палки были, ну, унесло, в общем, их под лед. То ли рыба, то ли не знаю что, то ли течением, то ли ветром, то ли потусторонними силами какими-то. Ну, я вот поставил новые. Сейчас посмотрим. Есть что-нибудь? Нет. Здесь лед потоньше должен быть. Там, где она нету, да, палка? Нету, все больше там. Это крайняя палка. Вот эти 2 палки унесло вчера. Вот эту и эту. Я новые поставил. Тут они такие тонкие, были хлипкие. Тоньше, да, лед здесь? Чуть-чуть, да? Ну тут сам лед, основной лед тоньше. Тут неделю назад только он стал.
сильно рычагом не бери, а то сломаешь. Вот в общаге бы был такой спорт, да? Скажи, каждый день бы долбил. Да, Ром? Обязательно. Мне больше заняться нечем. А чё? Думаешь лежать с телефоном в руках на диване Урок долбления. на кровати, да, Рома? Эти уроки уже лет 10 назад уже прошел. Аккуратнее, не утопи. Бац! Вот это мышеловка. И чуть палку не сломал. Нос-то ладно, палка чуть не сломалась. Два яйца только. Вот смотри, два, да? И посмотрим, сколько завтра будет. Штук 5 как минимум должно быть. Они срываются за 2 дня. Вон, видишь, как колбасит? Ее унесло, и эту унесет, если не прижимать. Тут течение большое. Тут печора узкая получается. И из-за этого течение сильное. Тут надо тяжелые палки ставить. А ну-ка, давай-ка. Вынимай-ка. Сначала, чтобы вынимать, надо засувай-ка. Так ты же засунул. А, вчера засунул, сегодня вынул. Да. Ну, коль так, давай. Я согласен. Согласен, согласен. А там никого. Пусто. Разве кто-то крутанул? А, видишь, крючки пустые. Рыба была, рыба ушла. Вот так вот. Ну, наконец-то, блин. Че, наконец? Думаешь, здесь рыба? Ну. Я уже ничего не думаю. Пусть небольшая, хоть маленькая, но рыба. Что-то вроде даже натяжка есть. Ага, вон мусор. Вон какая рыба попалась. Блин, это Мохнатая, мохнатая. морской еж. Морской еж? Далеко заплыл. Но рыба была по-любому, вон, видишь? Чисто, пусто. Вон даже маленький там что-то налимчик есть. Вон, дохлый. Попался и сдох уже. Вон, рыба моей мечты. И обсосанный, да? Нет? Да, Нет, белый. нет, белый-то ладно. Да, если обсосанный, то немножко. Попробовал кто-то. Но. Ну вот, студент опять решил размочить счет, а то, говорит, у вас ни хрена не получается. Смотрим, болеем, Да. ждем. Хрена лысого. Ура! Ура, 2 льдинки поймал. Льдинки. Ну парно хотя. Отпускай, сейчас насажу. Да, и студенту Откуда же они пришли? не эти везет. льдинки? Сейчас я буду. Даже мальки целые. Ах, какая невезуха. Где рыба-то? И живые еще мальки, офигеть. За 2 дня никто не сел, надо переставляться. Точно надо. Ну, давай, Григорьевич, хоть ты Ну-ка, не подведи. ну-ка, хоть я. А ну-ка меня хоть не подведите. Это что-то вся рыба ушла уже от нас. Да уже все, отказалось. Тоже нет натяжки. Да, нет, вот пусто, блин. Ну, если уже у тебя пусто, то не знаю. Живые эти, блин. И мальки целые, да. Переставляться надо. Один только не целый. Переставляться. На пол. Да. Завтра переставим. Таран-таран-таран. Все уже втроем наблюдаем, болеем, а толку? Да, блин. А толку нету. Толку нету. Нету рыбы. Нету, совсем нету. Натяжка. Нету, совсем нету. И живцы живые. Все. Да, вот Вон, все живцы на месте, видишь? я помню. Нету здесь рыбы, нету. Надо переставлять. А меня все ждут и ждут, а рыбы все нет и нет. Вот заждались. Ну ладно, здесь будет налим.
килограмма на 4 и все. Больше не будет Да ничего. вы что? Нет, по-моему, язь один. Ну ладно, налим язь. Ха, согласен. Уговорили. Живые маля. Живые налим. Рома, ты оптимист. Угадал. О, живой налим. Он килограмма на 4. Но он вырастет через 10 лет. Да, может быть. Это будущий килограмма на 4 налим здесь. В том-то и дело. Вон, крючок торчишь, аж заглотил, блин. И откуда же вы такие беретесь, а? Дрищ-пакеты, блин. Ой, у меня колени уже болят. Ну, с такой формой лунки рыба клюет лучше. Нету. Маленький налимчик. Может, не, натяжки нет. Да. Не клевал, совсем перестал. И мальки целые, видишь? Рыбы Да. нет. Да, рыбы нет. Все. Или рыба перестала шевелиться, Да, или шевелиться перестала рыба. Погода резко изменилась, давление было у нее, может, кровь вернуться. может, да. Не знаю. Но там-то, блин, где рыба есть, живцов-то нету. А здесь, получается, живцы не может же, здесь давления там нету, блин. А там вода выступает, кислород поступает. Не, менять места надо, наверное. Что-то... Возможно. Да, супер улов. Такого улова еще не было. Заканчивается средний участок, а у нас только еще 2 язя. И не думает ничем радовать. Все живцы на месте. Рыба ушла отсюда. Рыбы нет на этом участке. Ни налима, ни язей. Ну, здесь хоть пустой крючок, и то хорошо. И нет, он живец, и там живец. Даже живой, что ли. Рыбы нет. Рыба ушла. Ну, пошли. Тоже колбасит. Последняя? Крайняя плоть только бывает. Крайняя. Ну что скажем? А? Чим. Спасибо этому месту, пойдем к другому. Вот. Спасибо этому месту. 2 язя целых, блин. Да, пойдем к другому. 2 язя. Такого улова еще не было сначала. Ну, нет, почему? Когда были пустые, это вообще проверки, помнишь? Пошли туда, где были до обеда. Да, там попадал. О, за хвост попался, блин. Сильный. Как это так? Хвостом? Да, терся в малявку хвостом. Хотел хвостом шарахнуть малявку и, блин, нечаянно А зачаровал. вот как малявки с крючков пропадают. Они как баскетбол хвостом Ну подлетают, да, так они по малявке шлеп. Подходит шлеп и... Малявка куда-нибудь на другой берег. Да. Фантазер. Ты меня разыскала. Бля, это налимы пугаются такого здорового, блин. Ну, А ведь щука должна быть и все, да? Почему-то они... Язей, главное, дубасят с крючков, а налим же вкуснее, чем язя. Он же без чешуи, блин. да. Жрите налима, ёпрст-то. Там вон были покусаны налимы. У налима же вонючий пузырь. Ага. У меня белый налима любит больше всех. А, это горизонталь, эта палка была, да? Не это, Да. предпоследняя. Понятно. Ну вот и все. Да. Конец печальный. Конец печальный. Ну вот и все. Вот и 2 язя. Вот такой вот улов. Застыть успели, пока проверяли. Не считая вот этой шушеры. Вот он. Такой вот улов на среднем участке. 2 язя. И все. Видно. Вот таких вот 2 язя. На нижнем не было ничего. На верхнем 10, да, было? 10 язей налим. Да. И тут 2. И тут 2. Надо переставлять.
Ну, завтра еще посмотрю, потом точно буду туда, наверное, ниже, я не знаю, или туда. Туда, наверное, надо переставить тоже. Там что, букс, я уже думаю, волчий глаз, что ли, горит. Там буксировщик, стекло от букса. Все. Ну, а теперь самое приятное в нашей рыбалке. В лесную... Подведение итогов. Подведение итогов-то ладно, в избу поедем там. Показать-то, конечно, а что показать? 10-12 язей да налим. Да. Тут много считать не надо, там, это тебе, это мне. Ладно, поехали в избу. Посидим, поокаем. Утром я в 6 часов пойду. Ершей ловить? Окуней гонять там. Да? в Ну, озере. хорошо. Поехали. Уже темно будет. Встречаемся в избе. Так, Настроение супер у всех, смотрю. конечно, отлично. Только Рома устал очень. Главное не в городе. Разобрали всех девок в городе. Налимов тоже всех разобрали. Поехали. Погнали. Скрывает не совсем скрытая камера. Да, то, блин, говорят, Григорьевич без настроения, Григорьевич устал. Сегодня ты Ой, я сегодня не устал. Сегодня Рома устал. Сегодня ты только башкой ударился об край. Да, ну, если, Прокатил с ветерком. да, если бы что-то там было в котелке, сотрясение было. Хорошо, так ничего не булькнуло даже. Котелок не ржавый, не закопченный, Не, нормальный, да? Все? Нормальный пока котелок работает так. Слава богу. Главное, чтобы не прохудился. Да-да. О, О, так скажите, я подвину сейчас. Да, нормально. ты да. одень тапочки, Ромка. Ноги, конечно, Конечно. отдохнут. Конечно, Тапочки зачем одень. сапоги? Чулки сними, повесь, уже они обсырают все Да, равно. вон же есть это. Чулки у меня уже сушатся. Ну все равно, одень это. У меня только носки. А то так мыши бегают по этим и не чувствуешь, а по голым ногам мыши бегают и очень чувствуешь. Да, щекотно. Я ноги не оставлю. Мышеловки сегодня не нашел, так что поживите еще. Пусть. Главное, первый день они даже не какали, да? Ни на стол, никуда. Как накормил я их тогда, чтобы они не бегали, накормил. Теперь серят как мыши, блин. Я тоже тогда нашел кусок хлеба, кинул туда по стол. Нате, жрите. Калош, калош. В калоши нашел. Одеваю калош, кусок хлеба. Ой, Да, я, конечно, был лучшего, ожидал лучшего улова. Второй участок средний вообще. Первый, Подъем. думаю, и так себе, ну вот если завтра свежими, так самое интересное ведь где-то мальки-то живые на стороне печоры, да, которые. да, да. Там Это было. меня смущает. Сапоги куда дел? Промыло, наверное, где-то шугу, и все изменилось. И рыба пошла, Другим путем. да. Значит, надо искать рыбу в другом месте. Да. Надо переставлять палки. Ну, видишь, ведь там есть у нас, и тут, внутри, и не там, не тут. А я посмотрю, завтра оставлю, если клев будет Да. не ахти, я вас оставлю, наверное, там, а сам буду копаться, шевелиться. Или с Ромкой мы тебя А оставим. да. если туда при тот берег поставить? Вот где Ну, мы я окуней оттуда- ловили, Я там знаю. глубина нормально, там выход такой. Не, туда нет. С той стороны сюда надо. Тут только это перегородить надо, вот это узкое место. Где не зашуговано. В промежутках между зашугованностью. Где-то же рыба идет все равно. Конечно. Тут я знаешь, что думаю? Тут же идет как бы свал, и этот мелкий песок сыпется, потому что рыба, мальки, это все они в песке. А, Тут оно, пурга как бы, да, это пружит этой песком. и поэтому... Рыбе, наверное, глаза это, песчаная буря у них, во, блин. Да. Тот, Тут который, же летом, когда едем, видишь же все это, блин. Да, Хотя который- налим иногда лежит. который в очках тебе попадает. Да. А который без очков, да. Им это в глаза пыль. И все понятно. Чё? Конечно. Как насчет рыбацкого? Не, Кто против, кто я за? не, я против. Против. О. Григорьевич прислушался к вашим словам. Конечно, ну ты что, Да. я воздержусь. Я передал, Я буду кружками рыбацкой. да, я ему передал, говорю, народ говорит, что мы, говорю, спились все уже, алкаши, кроме пьянки никакой рыбалки. Так что Григорьевич
передал я Григорьевичу это, и Иван сказал, что больше он пить не будет. И Кроме меньше, чая ничего. и меньше толщ. Ты, студент, как? Тебе еще никто ничего не говорил? Нет. Ладно. Соль там. 20 лет, тебе еще не 20, да? 19 лет, ну я не знаю. Я в это время в армии служил. Я тоже скоро пойду. Ты еще впереди все. Я сейчас на следующей неделе. Раньше ведь тоже отсрочку давали, я говорю, это. А сейчас, если хочешь, не хочешь, все равно учиться оставляют, да? Я могу сейчас этот. Пойти в военкомат сказать, я хочу служить, да? Да. И отправить. Да. Ну я примерно так и сделал. Ну, Меня же директор подошел, когда это, ну, я учился. Говорит, куда тебе? Закончи, потом отслужишь. Я, говорит, поговорю с военкомом, говорит. Один парень, говорит, на учителя начальных классов, говорит, ну, и уходишь в армию. Ты же с армии вернешься, говорит. Ты же не будешь, говорит, учиться дальше. У тебя вообще другое мышление будет все. Учись, пока учиться, потом отслужишь. Нет, я хочу со своим призывом. И все, пошел, загремел. Пришел через 2 года, и действительно другие взгляды на жизнь и все такое, и все поменялось. И жизнь поменялась. Был Советский Союз, приехал уже там СНГ, Россия, там это как раз 90-92. Все перевернулось. Учительская зарплата стала 120 тысяч, а устроился в котельную кочегаром 450 тысяч. ну и зачем тебе этот учитель? Да, и зачем мне этот учитель? Я не подумал ни о дипломе, ничего. Пошел на производство и начал работать на кочегаром, истопил это сезон. Потом на 6-й устраивался, там сам платили деньги на производство. Конечно, это быстрая инфляция, все это росло, но учителя мизер вообще получали. Сейчас ничего не изменилось. Не, часто учителя со стажем-то хорошо получают. Если берут там классовое руководство и сидят до 9 вечера. Да, и все равно получают со стажем. Кто отработал лет 20, наверное, они уже нормально получают. А тогда я что-то подумал и не подумал. Ну, хотя был бы диплом, меня бы припахали на офицерскую должность. Офицером никогда быть не хотел. Сержантом, говорю, буду работать, а офицером, говорю, не хочу я быть. Не пойду, не учу, не хочу, не пойду. До конца, до пенсии работал просто рядом. А потом дадут офицера, потом только хочешь уходить, и не раз повысили. Ну, а сейчас уйти можно спокойно, но не тому, кто учится на отлично. Директор не отпустит. А если уйдешь, тебе потом просто будут палки в колеса ставить, чтобы ты никуда больше не попал. После своей армии. Может, ты их подставишь, типа не за Да то. осталось тебе учиться-то, господи. Практика одна осталась, полгода практики и все, считай, да? Я еще до диплома не зашел, курсовая в глазах сидит. Это сложно. Так учись. Ты меньше на это смотри, выпуклости там. На плоскости. Да. А то выпуклости спереди, выпуклости сзади и какая? Тут курсовая, а тут дипломная, да? Так, конечно, блин. Меньше сметаны ешь, и все будет нормально. Да, и будешь спать Сметану спокойно. вот бы побольше кушать. Да. Учись, пока учится. После армии учиться уже не будешь. Волос какой-то. Да. Мышиный волос, наверное. Самое интересное, уехали проверять палки, приехали в стопке прямо мышиная какашка. Так, как вот это? Она как будто залезла в стопку, сделала свое дело и убежала. Вот, блин, как будто специально это. Пришлось всю посуду перемывать, блин. Чем его вы- Вроде Не, все это- убрали уже. Так со спиртом ничего не Она, будет. волос тебе, блин. Да нет, Какой-то там волос нет. видишь, блин. Вон, видишь, Да вижу, вижу. Это мышиный. Давай. мыши не такие длинные. Ну это Приятного аппетита. спасибо. Всем приятного. Лук будешь? Лука, давай. Люку. Рома, Люка. Не, я не буду все. Почему? Ты же сегодня же не целоваться ни с кем. Ну тогда можно. Конечно. Лук очень вкусный. Наш. Лук это противовирусное. Чеснок, лука. Наш это наш крестьянский лук, не китайский. Пока
не намели сугробы на реке. Пока не вырос, не пошла наледь, надо искать места. Когда пойдет наледь, Налить-то выйдет обязательно. Сейчас уже на берегах вышла наледь. Да. Очень много снега навалило на лед. Видишь, Оно давит, получается, тонны снега лежат на льду, давит, и вода выступает через трещины, через лунки. И по берегам уже пошла вода. И вот когда пойдет наледь, когда пойдут сугробы, когда будет тяжело ходить по реке, там уж, поверьте мне, мало места будешь менять. Там уже есть лунки, там и будешь рыбачить. А поменять место уже очень сложно. Менять места надо, пока лед сухой и тонкий. Очень тонкий. ну, чтобы натоптать дорожки. Капусту сам делаешь, что? Да. Валя делает, не я. Вот это... Знаешь, почему сегодня не клюет? Почему ты пирог не взял? Рыбацкий пирог. Да. Варенье есть, все есть. А в комментариях 20 тебе минут. пишут, что в этом году Баянаю не налил. На, в лунке, да. Блин, забываю. Еще мне спрашивают, когда я пойду за Хариусом на лесные речки. Отвечаю. Наверное, после Нового года. Когда поднимем палки, тогда и будем ловить Хариуса. Да, потому что Почему? за двумя зайцами. Да. Потому что если мы пойдем за Хариусом, здесь рыба, возможно, попадется и испортится. Надо что-то одно делать. Это первая причина. Вторая причина — короткий день. Хариуса ночью не будешь ловить, как на Лима можно с фонариком. Да. Поэтому фонарик пошли, проверили, и нормально. А Хариуса как в темноте? Никак. Это в избушке получается с 3 до 8, с 3 вечера до 8 утра придется в избушке 14 сидеть. часов. Какой 14? Даже позже, наверное, полдевятого еще только-только начинает светать. Ну, грубо говоря, я говорю, с 3 вечера до 9 утра. Там 12 и плюс 6. 18 часов в избушке сидеть. И 6 часов только светлого времени. И то это не полностью, блин. Не. Я так думаю, за Хариусами пойду в числах 15 ноября, наверное. Ой, января. Ну, может, 13 Да. января где-то. Уже нормально будет. Мы были тогда на крещении. Надо было, наверное, число 10 пойти. Ну, где-нибудь день рождения 7-го. Потом сходить, потом я потому что уеду и до лета. Никуда больше. А, ну если ты будешь, да, сходим. Потому что я, скорее всего, как в прошлом году, до 14 тут буду. Ну, ты сходим дня на 4. Потому что этой практикой даже не весновки, наверное, получится. Погоняем Хариуса, блин. Это, блин, холодец. Там Потому что сейчас там первый лед уже пошел, сейчас снег пойдет, тоже пойдет наледь, еще тепла. пойдет вода. Ух ты. А котлеты закончили, да? Да, 3 было всего. Мама сосиски Еще положила. чепашка есть. Что-то у нас сосиски есть, но их надо жарить, сказали у мамы. Где вообще ведро-то? Может, не надо. Сейчас помесим. Там сало есть на улице еще, Да. Которое я привез. которое здесь осталось. Так, друзья, еще пару минут внимания попрошу. Тут я с последнего ролика, ну, с предпоследнего получается, сделал пару скринов, что успел. Так, снимки экрана. Вон. Интересный комментарий, конечно. Здравствуйте, а вы Александра Семяшкина не зените с Ижемского района? Галпаньсань его называют. Сам тракторист, рыбак в Лёждук ездит. В Лёждук. Не, Это у нас где-то лежит? не знаете. Не, Нет, у Ижевский, нас. нет. Ну, просто интересный комментарий. Так, ну это так, просто соседние. А так, Тогрул Велизаде. Привет, Генна, вы супер. Передай привет, пожалуйста. Дочь моя, привет. Зовут Сабина.
Привет, Тагрул, я думаю, правильно прочел, потому что по-английски написано, я не сильно-то это. И привет, Сабина. Огромный привет вам с Республики Коми, с рыбацкой избы, с лесной. Да. Глухая тайга, север. Ну, у вас там тепло, юг. Я так думаю, это, наверное, Азербайджан. Если ошибаюсь, напишите в комментариях, что я ошибся. Огромный вам привет. Дмитрий Ряхин вот тут со вчерашнего дня ждал. Да, у меня был перерыв, потому что я сюда выезжал в избу один. И ролик был не смонтирован, не подготовлен. Я уже не молчу про комментарии. Я уже не раз говорил, что отстаю роликов на 10. Ну и Ваня Громов тут. Ни хвоста, ни чешуи, здоровья, успехов. Спасибо огромное за комментарии, Вань. Так, еще заскринил сезон охоты и рыбалки. Алексей. Канал у него такой есть. Привет, Ген, неплохой улов. Еще и ушло с крючков сколько. Да, уходит очень много. Есть такая рыба, что чем чаще проверяешь, тем больше ты его поймаешь. И вот Fix Play TV. Ник такой вот. Я уже зачитывал в прошлом ролике. Комментарий у него. Саратовская область, город Балаково, с тобой. Передай привет моему сыну Роме. Твой тезка, Роман. В следующем ролике. Смотрю и жду все твои ролики. Лайкос меня, полюбак. Ну вот, следующий ролик наступил. Роману привет. Fix Play TV, я не знаю, как тебя зовут. Тоже привет. Ну и привет Владимиру Никулину. Рядом с комментарием. Просто это скрин. Интернета нет, я заскринил. Доброго здравия, Геннадий Григорьевич. Мало-помалу, а рыбки прибавляются. Удачи вам, мужики. Спасибо. Спасибо. И вам привет, и здоровья крепкого, и удачи на рыбалке, и все такое. Так, еще один скрин. Азат Габитов, хорошая рыбалка, молодцы. Самоделкин рыболов из МО, не могу сейчас дальше прочитать. Первый сход, да. О, землячка твоя, Наталья Петченко. Переводи, я по-украински не понимаю. Может быть, неправильно даже прочту. Хіба це у вас рибалка? У Костяна ото на лімі нічого, удачі вам і терпіння. Хіба разве это рыбалка? Ага. У Костяна вот то на лимы. Да, вот Костяна, то на лимы. Ничего, удачи вам и терпения. Удачи и терпения. Ну, у Костяна и Енисей, у нас Печора. Это две разные вещи. Там налим, я не знаю, налим на налиме сидит, налимом погоняет. У нас налим, раньше было его лет 30 назад много, теперь тоже много, но в нижнем течении он скатился, потому что река обмелела. Я так думаю, по этой причине. Там или потому что потеплело. Налим и дрова, и рыба, и все в куче. Вот. И еще последний скрин сделал. Без пешни такому льду делать нечего. Самоделкин рыболов пишет. Ну да, без пешни. Но теперь уже нормально. Теперь лед 7-8 сантиметров. И еще вот Настя Лайф. Если правильно, Лайф, да? Лифи. Лайф? Да. Настя Лайф. Передай Насте мне привет на видео, пожалуйста. Настенька, огромный привет тебе от нас, рыбаков, от сына моего. От всех. Да, Роман сам передаст. Иван Григорьевич вот здесь сам передает. Привет от меня. Привет от всех рыбаков Республики Коми, с Коми земли, севера. Настенька, я что-то здесь ответил, но не могу уже прочитать, что. И Елена Попова. Ивана Григорьевича надо в баньке пропарить, да с веником. Удачной рыбалки вам, хлопцы. Вчера только парился. Это когда ты помнишь, приболел, там что-то там, не в настроении был, не в духе. Там вчера, блин, топил баню. Все, вот я то, что успел, я заскринил. И... Серый Лапшин еще, вот неделю назад, ну это 4 декабря уже было. Для дегустации возьми с собой Ивана Григорьевича. Это когда я напиток делал. Иван Григорьевич здесь, но дегустацию он проводить не хочет. Стопочку сегодня маленькую на обеде выпил, говорит, все, хватит. А я ему говорил, это тогда было, уже сегодня будем дегустировать, мы уже продегустировали. Тогда. Да, нормальный напиток, пить можно. Все, так. Да. Ну это, наверное, уже Максиму, Веронике мы привет передали. У Рамиля Габдурахманова. Все, остальные приветы мы передали. Пока все. Много приветов не могу, потому что эфир засорять, это, вы понимаете, что если буду все приветы передавать, которые просят, то просто у меня будет день приветов. Но как-нибудь это мы сделаем.
но не в такой обстановочке. Пока же у нас вот такой расклад. Рыбачим, ужинаем. Завтра немного отведем душу на удочках, потому что нужны живцы. Может быть, клюнет окунь, половим окуня. Ну и, конечно же, проверим свеженасаженные, потому что чем чаще проверяешь, тем больше рыбы. Не успевает сходить с крючков. Так что будем надеяться. Если же нет, я брошу эту удочку и буду просто переставлять туда, куда я думаю, куда я хочу. Вот такие вот у нас планы. Давайте еще по маленькой. Никуда хочу, а туда, где рыба Куда, идет. ну, где я думаю, где рыба. А, вот так. Это так будет правильно. Да. Поставлю. Был бы интернет, и мы бы спели с Иваном Григорьевичем. Я слова тоже заскринил. Сейчас мы выпьем по стопочке. И все-таки напоследок одну песенку мы споем. Иван Григорьевичу очень нравится эта песня. Мы в прошлом ролике немного ее напели, но ни я, ни Григорьевич слов не знаем. Я в интернете нашел текст песен и этих слов, сфотографировал, и сейчас я тебе дам, и ты споешь. Все. Так что сейчас будет небольшая музыкальная пауза. Это я так на ходу эксфронтом? Ну, мелодию ты знаешь же, Бандера-то, Да. Поля России. Тогда очень хорошо получалось. На крыльях своих могучих развеют над ней ненастье, и грозовые тучи развеют над ней Сковородка ненастье там? и тучи. Фонарик здесь, масло гриль. Все. Понюхай. Копченые? Полукопченость пахнет. Нормально, да? Конечно. Я просто такие дорогие не покупаю, по запаху не знаю. Дорогие, это по-любому по акции в Магните. 130 рублей, я за 25 покупаю. 25 рублей в сосисках, мяса нет там. В светофоре, да? Нет, Да, в там- пятерочке красная цена. Нет там мяса, не жри эту гадость. Там мясом и не пахнет, они еще бывают и горят. Рома, возьми консервы. Папа делает консервы, ящиками лежат, и ты питаешься Они у меня гадостью. есть, это готовить надо. Ну, Чего? А вот этот туалетную Открыл, бумагу подогрел. готовить ты это, да? Ну ты даешь. Не позорь мою голову. Куда это покадить-то? Мою седую голову, говорит, не позорь. Да. А ножик, вон. Вот. Кинжал. Пожалуйста, кинжал. Она должна отсюда, и все раздеться должны. Вон. Вот тебе слова. Если видишь хорошо, я тебе мешать петь не буду. Будешь петь акапелла. О, Потом просто, когда вот этот куплет споешь, перелистнешь, да и все. Золотые Зачем? купола белокаменных церквей. ой. Ах, душа моя, душа, вся в нарывах и в зале, не стыдись смахнуть слезинку со щеки. Видишь облако в воде и березку у реки, ради них мы живем на земле. Видишь облако в воде и березку у реки, ради них мы живем на земле. И птицы вернутся синие из дальнего, издалека, к зеленым полям России, кудрявой и ясноокой, они принесут ей счастье, на крыльях своих могучих развеют над ней ненастья, и грозовые тучи развеют над ней ненастье и тучи. Я в березовую даль убегу от суеты и в небесной глубине растворюсь. Пусть не сбудутся мечты, все же Богу помолюсь я о том, чтобы вся вечною ты. Пусть не сбудутся мечты, все же Богу помолюсь я о том, чтоб стала вечною ты. И птицы вернутся синие
Из дальнего, издалека, к зеленым полям России, кудрявой и яснокой, они принесут ей счастье, на крыльях своих могучих развеют над ней ненастье, и грозовые тучи развеют над ней ненастье и тучи. Осталось только на инструменте. Ну как-нибудь да, Научиться. как-нибудь да сделаем. Научиться Да. как-то надо. Будем тренироваться. Да. Вот такая вот сыромятина спонтанная. Просто буквально перед отъездом заскринил текст, потому что в прошлый раз мы даже этого не знали. Уже, Сейчас. уже прогресс. Да. Потихоньку разучиваем. А я еще, если подберусь до этой музыки. Так что мы пока будем тренироваться, мы пока будем ужинать. Ну а вам, друзья, спокойной ночи. Спасибо, что смотрите. Кому-то вот так вот эти посиделки уже надоели. Говорит, надоело, нет никакой рыбалки, алкашня. Да, мы так живем, мы так рыбачим, мы показываем жизнь такую, какая она есть. Без притворства, без обмана, Не, а если без мы, лицемерия. а если бы мы в галстуках рыбачили? Вот. Нет, просто знаешь, Григорьевич, есть Белый такие люди, рубаш. которые синярят, квасят, а показывают себя пушистым, таким ласковым. Да, такой. Есть такие. Я не я. Я вот знаю одного блогера, да? Подожди. Знаю одного блогера. Не буду говорить канал, чтобы не было никаких там. Но вышел ролик, сидит, лежит такой бухой. Ну да, я напился. И что? Имею право. Я сегодня ездил туда-то, туда-то, сделал то-то, то-то, пришел, выпил пузырь водяра и напился. Так что все хорошо, друзья, Я ему говорю, о, друг, говорю, ну ты даешь, молодец. Я говорю, а потом мне комментарий, да подожди, говорит, завтра будет утро, говорит, этого ролика уже не будет. Так и получилось. Наступило утро, удалил ролик вообще с сетей. Это что такое получается? Он пьяный герой, а протрезвел-то, хвост поджал. Ой, мама дорогая, меня же с плохой стороны увидел. Что такое? Раз, уделил. И снова он пушистый, и снова он лощеный, такой сказать, весь хороший, весь такой. А у меня бухлоплод. Гена пьяный. Я не был пьяный, я не видел пьяного. Охота такая, рыбалка такая. Гена пьяный, народ отписывается пачками. Но я же не удаляю эти ролики. Не удаляю потому. Почему? Потому что это есть жизнь. Я уверен, что большинство нормальных мужиков живет точно так же. Просто очень многие, вот особенно вот блогеры туда-сюда ставят из себя целочек, девочек, они пушистые такие, лощеные, красивые. Я не такой. Какой я есть, такой я и на канале. Многие отписались, ради бога. Мой зритель меня смотрит, и огромное вам за это спасибо. Я человек прямой, ни перед кем не стелился, ни на работе, никогда. Всегда имел свою точку зрения, всегда высказывал прямо ее. Это буду делать я и на канале. Кому не нравится, с катертью дорога. Друзья всегда меня поддержат, друзья меня смотрят, у меня есть свой зритель. Я знаю, что многие живут точно так же. Правильно? Так точно. На этой прекрасной ноте, друзья, огромное вам спасибо. Спасибо за поддержку тех, которые остаются на канале. Несмотря ни на что. Я ведь на самом деле-то пью не так много, как это кажется на канале. Чисто символически. Ну, это, можно сказать, даже традиция. Всегда на рыбалках, всегда. Что там рыбачить? Наливай да пей, да, как говорится? Чем отличается зимняя рыбалка от летней? Ну, это такой же дурак, только зимой с ящиком ходит. Нет, да ничем. Та же водка, те же стопки. А я думал, тот же, что и Тоже. летом дурак, Ну а только что, с ящиком мы не ходит. так, что ли, Иван? Летом мы просто, удочки Да. у нас длинные, сейчас короткие. Короткие и с Летом ящиком. запивают, зимой закусывают. Вот и вся разница. Да. А так-то все тоже. Летом комары и продукты киснут, сейчас они замерзают. Ну вот на этой вот такой напряженной... Ну какой напряженный? Да никакой напряженности. Бросьте вы. Все нормально, все хорошо.
До завтра, друзья, до завтрашней проверки. Мы будем репетировать. Скоро сделаем маленький концерт. Рекламная пауза. Возможно. Но если нет, так до завтра. Меня ранесло.